В 1906 году начала свою работу Государственная Дума Российской империи, первый в России избранный населением представительный орган. В числе народных избранников от Вятской губернии были и представители удмуртских уездов. Я хотел бы обратить ваше внимание вот на 9 фотографий. Большинство из них, конечно, это представители рабочих, крестьян. Хотя есть, как бы мы сейчас сказали, представители интеллигенции, 2 земских врача, был чертежник Пудемского завода, был смотритель Глазовского духовного училища. В разные годы они представляли нашу территорию в Государственной Думе Российской империи. Всего до 1917 года были избраны 4 Государственные Думы. После февральской революции на территории региона создаются уездные, районные и заводские советы депутатов. В Удмуртской АССР высшим органом государственной власти являлся съезд Советов, избиравший членов Центрального исполнительного комитета республики. После принятия первой конституции его полномочия были переданы Верховному Совету УАССР. Выборы в него состоялись 26 июня 1938 года. Проводилась широкая агитационная кампания. О важности выборов рассказывали на собраниях в трудовых коллективах и встречах в избах-читальнях. День открытия первой сессии стал для республики настоящим праздником. 24 июля на Ижевском ипподроме этому событию посвятили мотоциклетный кросс, а 25 июля 1938 года в городе прошли демонстрации трудящихся. Первым председателем Верховного Совета Удмуртской ССР в 1938 году был выбран Николай Разиной, уроженец Глазовского уезда. Видению Верховного Совета УАССР подлежали утверждение Конституции и контроль за ее исполнением, утверждение административно-территориального деления, народно-хозяйственного плана и бюджета, организация органов государственной власти и управления республики. Просуществовал Верховный Совет до 26 марта 1995 года. Его правопреемником стал Государственный Совет Удмуртской Республики. Хотите знать больше? Оставайтесь с проектом про 100 лет Удмуртии.